Тело мужчины, 2 года находящегося в федеральном розыске, обнаружили в его же собственной квартире на улице Пионерская. Тело за это время превратилось в мумию. Найти человека помогли сотрудники газовой службы. Они проверяли здание на утечку газа, при этом необследованной осталась только одна квартира. Они обратились к силовикам, те нашли дочь хозяина жилья. Дверь взломали при ней. Подробности истории в репортаже Нафисы Минязовой. Был очень нелюдимый и со странностями. Пенсию себе не стал оформлять, сидел без денег, голодный. Таким помнят 59-летнего мужчину соседи. Говорят, что он жил в квартире с матерью, на которую оформлена жилплощадь, и с сестрой, но они скончались. Мужчина остался один. Но с октября 2017 года его никто не видел. Соседи предполагали, что он живет в своей второй квартире в Дербышках, но ничего о нем не знали и родные. После того, как родственники написали заявление в полицию о пропаже человека, войти в квартиру они, видимо, уже не пытались. А даже если и хотели это сделать, дверь им просто не открывали. Там уже явно не было живых. В подъезде мы обнаружили счет за коммунальные услуги. В течение 2 лет он приходил, и сумма накопленного долга уже около 300 тысяч рублей. Тело мужчины обнаружили случайно. Газовые службы проверяли здание на утечку газа. На запах жаловались жители дома и должны были попасть абсолютно во все квартиры. Горгаз стал проверять по всем квартирам. Его квартиру не смогли, естественно, открыть. Вызвали МЧС, его дочка, милицию. Открыли, он там. Тело мужчины, за это время превратившееся в мумию, лежало на полу. В настоящее время останки направлены на экспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины. Уже по результатам этой проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.